Да-да, ребята, все правильно поняли. Едем за налимом. В общем, ребята, 3 сентября. День прощания, как там Шуфутинский поет. А у нас, ребята, пробный выезд за осенним налимом 2024. Погодка, ребята, наконец-то сбавила обороты. Сегодня 15 днем, 2 ночью. В общем, самый то, ребят. Отхожу от деревни. Немножко с опозданием. Так как дорога еще неизвестна, ребята. Я знаю, что будем таскаться. Я в Забродниках. Время уже 3 час, ребята. У нас остается 4 часа светового дня. В общем, надо подняться, ребята. Надо приготовить лагерь. Естественно, это дрова, ребята. Ну и, в общем, начнем как-то так. Не ходил еще, ребята, летом вверх, не поднимался. Не знаю вообще, как там, что, как. Будем вспоминать эти лазейки. Будем включать мелководный режим. Ну, что-то из этого. Потому что вода, ребята, очень мелкая. Все, ребятки, давайте, меньше слов, больше дела, полетели. В принципе, за поворотом начинается уже перекат. И он в протяжении 3 километров будет нам делать голову. Вот уже бровочки, видите, ребята, они уже здесь. Они уже есть. Давай, родной, делай вещи. Смотрите, уже видите, коса пошла, остров. И самое, что интересно, ребята, здесь очень много коряк. Тут просто ходить очень сложно, ребята. Так, я пока подузбавлю, потому что здесь коряги вот в основном. Надо смотреть, в общем, ребята. Да. Дела такие, ребят. Надо тропу сейчас пробить, посмотреть, в общем. Потому что каждый год все меняется. Соответственно, такие дела. О, я уже задеваю, ребята, здесь. Ну, вон здесь баланы вон торчат. Вся эта хрень. Очень хорошо обходить в солнечную погоду. Видите, вот такая вот, типа как струя начинается. Соответственно, здесь коса. Вот надо немножко идти ближе к берегу. В общем, ситуация такая, друзья, то что на середине реки не может быть глубже, чем возле берега. Бывает, что надо проходить прямо вдоль берега. Там идет бровка, какая-никакая, и можно обскочить. Так, ну первый прошел, ребята. Таких у меня еще будет ого-го. Такие дела, что? Как-то так. Перекатик. Что ты все зарастаешь, да? Ничего, ничего. Скоро водомет будет. Мы с тобой по-другому будем базарить. Ну все, ребята, сплошной перекат. Сейчас как-то надо в него залазить. А как? Я даже не знаю. Макарек. И что тут? Куда тут идти-то? Солнце надо, блин. Без солнца плохо. Все, ребят, это полностью миляк. А вот до Возмещенки. И вот так будем смотреть.
Я обычно так берегом ходил, там нырял, я смотрю, полностью сплошь затянуто. Самое интересное то, что течение еще как раз. И не получается. Где-то прозеваешь, все, тебя стаскивает, заново лови. Так, ну что, тут вроде как поглубже. Ага, встал. Встал, ребят. Встал, винт просто в песок воткнул. Мотор заглох. Вообще непонятно, куда топать, ё-моё. Пойду ближе к берегу попробую. Жалко, конечно, двигатель, блядь. Так, аккурат, ребята. Здесь вот эти бревна, они вот так по всему этому, типа как бона была, что ли. Сюда наехать можно прямо от души. Благо лодка ПНД, это как бы, да, ну, винта можно забить нормально. Так, вроде нормал. Хорошо еще, ребята, то, что два положения водометных, ну, мелководного режима регулируешь, в общем. Потому что самый верхний, он еле цепляет, а течение такое, что не помогает нифига. Так, ну хорошо, здесь вроде как более-менее уже, ребят. Так, ну разгоняться тоже не будем, потому что коса следующая, вот она. Так, ну что-то вроде более-менее, ребят. Жестко впереди, ребята, это вот здесь. Сейчас где-то уже поймаем. Куда идти, хрен его знает. Ё-моё. Ужас. Попробовать ходом пройти, что ли? Долго музыка играла. Нет, долго музыка играла. Не туда пошли, не туда, нам в тот край надо идти.
ребята, прошел. Смотрите, от румпеля, ребята, аж какие пальцы. Маслал, газовал, ну все сделал, ребята. В принципе, ничего не поменялось. Все то же самое, но воды очень мало. Вообще ужас. Мотор страдает, конечно, жестко, потому что песок. Ну, прошел, ребята. Потерял целый час, больше, наверное. Час 20. Время у нас уже 15:34. Офигеть. Все, ребята, полетели. Тайга, встречай. Здравствуй, место. Трали-вали. Красота, ребята. Никто здесь не стоял. Никто еще не начинал, потому что по отчетам, по налиму вообще еще тихо. Костровище. Ну, это, видать, фидерная. Тушеночку, смотрю, ребятки любят. Неплохо кушать. Ну вот, в принципе, ребят, локация. Шикарное место. Много здесь походов было. Много раз тут стояли. Не по одному дню. Владимир приезжал с Красноярска, мы здесь жили. Серега с Кирова. В общем, здесь много, ребят, походов. Вот. Ну, в общем, как-то так, ребята. Такой пляжик. Пупок. Река Дева 90 градусов. Правда, сейчас не знаю, какая глубина на точке.
Ну, нормально. Пойду поднимусь, посмотрю палаточное место. Опа. Грибы растут, ребята. Вот обычно здесь палатку ставлю большую. Что-то непонятно, кто-то рыл здесь. Кабаны или кто, или медведь. Там мощный шиповник непролазный такой. Обрыв красавец. Здесь утром просыпаешься, когда палатка стоит. И вот тут такой пейзаж, ребят. Солнце как раз встает там. И тут, в общем, березняк. Такой край поля. Вот. Смотрите, ребят, еще все зеленое. 3 августа, Республика Коми. Юг Республики Коми. Вон. Какая охота на боровую. С 1 сентября на боровую открылась. Вроде мне не изменяет память. Куда, что стрелять? Рябчик сядет, где ты, что кого увидишь. Такое себе. Так, ладно, ребят. Сегодня я ночую, как бы палатку маленькую взял, но хочу посидеть именно, ребят, возле костра. Сделать место себе где-то здесь. И кайфовать. Будем смотреть на доночки. Ночью будет очень-очень холодно. На реке будет 1 градус. В районе 0 даже. Так что будем греться. Разгрузка. Ладушки, ладушки. Как будто КамАЗ разобрал, блин. Фу. Ну что, братцы, давайте с прибытием. Дорога, конечно, сложная. Блин, вообще чума. Вообще чума. Блин, местами вообще просто, ну... Да, водомет нужен, конечно, чтобы ходить. Но стоит или свеч, ребята, чтобы сюда ходить. Потому что до этой точки ровно 15 километров от дома, ну, от деревни. 15 километров. Ну, бензин, вот, конечно, с таким расчетом тоже палится, потому что газуешь, а скорости нету. Ну, раза 3-4 нарежешь вот так, и потом, в принципе, понятие есть. Ну и дождики, если дадут сантиметров 20 воды, то будет хорошо. Давайте, ребята, с прибытием. Сейчас в первую очередь
надо надыбать дров. Здесь дров, как вы понимаете, нету. С этой стороны леса нету, он далеко очень. Вот. Проходил остров, очень много там, конечно, дров, но это, блин, далеко отсюда. Это туда-обратно мотаться, что-то как-то такое себе. 4 вечера. У нас есть ровно 3 часа, ребят. Чтоб все сделать. Установить донки, лагерь и самое главное дров, ребята. Дров надо много на ночь. Классика жанра на Лиме рыбалка — это костровая тема. Конечно, у меня есть и горелка, и газ, ребята, но сидеть в темноте порядком уже с 7 до 4, то такое себе, ребят. Тем более очень холодно будет. Забродники, конечно, не понадобились. Потом закатаю, как сапоги, чтобы пляшки не прели. По весне я здесь был. Донки кидал. Вот отседы бровочки, ребята, кто помнит. Тут такой закуток был, 3 донки я кидал, 4. Вот. И там в кусты дров намыло. Вот сейчас туда залезем и посмотрим. Сейчас не видно, травой заросли, но весной я знаю, что там намыло неплохо. И что-нибудь поищем. Такие дела. Опа. Опа. Ребят, хорошие дровишки, смотрите. Прям тут и ждали меня. И подъехал вообще прям идеально. Удобно. Че, попилякаем? Попилякаем. Опа. Сейчас сначала на такие более крупные, а потом в лодку их. И на месте уже будем. Давай, штилечек.
Заготовил рогатулечки. Ну, простой пруток, ребята. Кто на канале давно знает, как я рыбачу. Все, дождались. Тут запаска, поводки, поводочная леска, крючки, грузила, ну и колокольчики, соответственно. Брошу, ребята. Так, ну, по 2 червя насажу на поводок. Все-таки 6 час. Сейчас, в принципе, окунь тоже может. Ну, я чисто обозначусь, чтобы потом уже по сумеркам тут не бегать. Уже перезакинуть-то недолго, нежели закинуть. Сейчас же все вымотать надо, размотать. Червей почти полная банка. Моя знаменитая, зеленая. Все, будем работать. Ну и донышки, ребята, наши. Все, погнали. Сейчас посмотрю, сколько. Тут почаще, там. Далеко тоже не буду ставить, потому что там мелко. Там далеко надо кидать. Да и рано еще. Еще рановато. Если бы на миногу, туда можно было раскинуться и сидеть спокойно кайфовать. А тут все-таки червь. Надо работать будет, ходить. Все, поехали. Опа. Первый прям здесь, ребята. Первый прям тут, возле лодки. Вот прям тут, ребята, ее. Так. Первый претендент. Поехали. Леска, ребят, 0,8 основная. Поводки 35-е. Грузила сам плавлю. Где-то 180 грамм получается вот эта ложка. Вот. И 2 поводочка, 2 отвода. Все в петлю работаю, ребята. Все четко. Все. Раз. 2. Так. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Раз. 2. 3. 4. Это не 14 метров, ребята. Я выматываю намного больше. Все, вот так ставим. Обматываю. Тут делаю прорез такой для лески. Туда его. И колокольчик. Также продеваю, ребята. Раз, вот так. И все. То бишь и проверяю с колокольчиками, выматываю и забрасываю. Никуда он уже не денется. А обязательно выматываю леску, чтобы как с катушки было дело. Но это при забросе и при вымотке, когда домой обратно собираем. А так потом-то все по накатанной. И это поводочки, конечно, уже такие у меня крученые. Возможно, потом ночью делать нечего будет. Где-то поменяю. Поехали. Обязательно белые, ребята. Выползки белые, черные. Но никак не красный червь. Красный червь, он слабый. Он не будет держаться, он об воду, от удара может просто оборваться. Крючки, ребята, с длинным цевьем желательно. Если рыбачите на червей, то чтобы можно было насадить пачку. Сами понимаете, налим. Любит мясо. Все. Первое, ребят, полетели. Раз.
Ну, такая где-то метра 3, наверное, получилось. Плюс-минус. Расставляются, ребята, поклевка. Но они, в принципе, все звенят как могут. А тут что-то прям хорошее, как будто бахнуло. Первую ставлю, вторую подхожу, первая уже звенит, ребята. Тут доставляется, вот поставил еще 3. Кто-то бахнул. А кто сейчас может? Окунь, наверное, скорее всего. О, загулял. Да ладно, ребята, прикиньте. Мать попалась. Серьезно, что ли? Подруга. Охренеть. Ребята, вот это бонусок. Вот это бонусочек на червя, блин. Офигеть. Благородная рыба. Ах, хорошо заела. Сантиметров 50. Что делать будем с ней? Отпустим или в садок пока? На стол такую привезти-то надо бы было. Ох, красотка, ребята. На червя бахнула, блин. Вот дела, блин. Так, ребята, 8 штучек как с куста. Вот начал здесь от лодки и пошел, в общем. Вторая, третья, четвертая, пятая и 3 за поворотом. Но самое интересное, ребят, то что, блин, первую поставил, вторую начал ставить, первая уже звенит. Мелочь не дает. Ну и сейчас бонусок попался. Все. 8 штучек, ребят.
на открытие попробуем с 8 постоять. Поклевка какая-то непонятная, ребята. Занимаюсь дровами. И смотрите, я думаю, где будет +2. А вот оно, ребята. Что-то ветер раздул, и так все чисто почистило. Кайф вообще. Смотрите, ребятки. Просто вечер бомбезный. Ну, что-то вот на эту тыркануло. Он вроде что-то дергает. Будем проверять. Что это у нас там? Окуньки хулиганят, что ли? Да. Окуньки, ребята, как я сказал. Что-то есть коцаный какой-то бродяга. Бедолаге досталось. Вон, смотрите, ребята, ранка. Вон у него уже заживает. Под чучку попал. Ладно, и тут тебе повезло, друг мой. Беги, небольшой.
Ну что, братва, все. Махом просто быц и все. 19:22. Все. 7:30, ребята, темнеть начинает. Блин. Пока люстру не повесил, что надо стартовый, ребята, закорм сделать, точнее заброску. Все, начинаем. В это время уже может быть выходить на лим. Распалил костерочек, так обозначится, потому что все-таки один, никого нету, ни охотников, ни рыбаков. В этом краю есть зверь, лоси, медведи, не знаю, конечно, конкретно прям здесь, но лосей здесь есть, лоси, волки, соответственно, ну, дымочек, признак присутствия человека, это никогда лишним не было. С ними веселее, во-первых, ну и как бы дымочек в округе, пускай скажет, что здесь дрюня. Поехали, ребят, перезабросимся. Будем ждать заветный дзинь. Все, поехали. Окунечек. Заел-то, блин. Ага, бродяга. Ребята, как? Не хуже, чем на Гавайях, ё-моё. Наши северные пляжи тоже радуют. Шикарно вам посвящает, это на втором режиме. О. Ну тут спокойно можно сидеть, балдеть, играть в карты, читать. В таком режиме нормально она будет палить у меня. То бишь, чем выше ее поднимаешь, тем она лучше светит. Шикарно. Так, ребят, 9 часов. Посидел что-то. Так, думаю, ладно, пока кушать не будем. Заморачиваться. Пройдемся, мы еще перезабросим. Туманчик, ребят, пошел. Не знаю, видно, не видно. Вот. Вот так у меня таборок мой виднеется. Он шикарно, ребята.
пару петард. Но это нормально, потому что волк зашел в деревню. Вот здесь, которую я проходил, 2 собак уже умотали. Заходят, не знаю, с какой стороны они. Так, понятно, что не страшно, ребят, уже привык. Но береженого Бог бережет, как говорится. Чисто на петардах. Сигнал охотника нету, закончились. Надо будет прикупить тоже сейчас, потому что сезон. Всякого хватает. Тем более, если будет водомет, а он будет, то буду забираться подальше куда-нибудь. Возможно, какие-нибудь встречи со зверем. Почему бы нет? Ладно, ребят, работаю. Густера, ребята. Густерочка. Ну, говорю, может и лечь бахнуть какой-нибудь. Нефиг делать. Ерши, ерши, ерши. Прохладно, ребят, стало. Походу надо флисочку доставать. С оттуда вот прям веет холодом. Ну и туман попер. Время 10 час. Прошелся по доночкам. Ну уже так. Уже где-то какие-то ошметки хотя бы висят. То бишь, если до этого полностью обглодано было, то сейчас... Ну ближе к ночи понятно, что мелочь все равно она как бы немножко подуспокоится. Но я так понимаю, рано, ребята, еще. Рано. Как бы не хотелось, как бы не рвались в бой. Но рано. Походу рано. Потому что сейчас самый пик такой. Ну хотя только все начинается, ребят. Посмотрим, что ночь покажет. Поставил чаечек. Кипятиться. Термос закончился маленький. Сейчас заварю большой котелок и потихоньку черпаешь. Ну, сразу туда, ребята, и чай. Там, кстати, шиповник есть. Шиповника можно нарвать. Шиповника туда закинем. Сахара сразу. И потом просто наливаешь, пьешь. Подогрел рядышком. Такие дела. А вот. Ну, блин, охота, ребята, охота. Услышать звоночек. А так на миногу надо. Ну, мелочь, он тыркает, он дергает все, блин. Рано еще, рано. Вода теплая еще. Вода парит, вон, страшное дело. Посмотрим, в общем. Поклевка, ребята. Ну что, берем первый. Первый Никодим. Берем, наверное, братцы. Кто-то есть, да. Ну, что-то мелкое, ребят.
Нет, что-то загуляло. Вот он, ребята. Ух. Ничего себе. Еще слетел, блин. Первый, ребята. Никодимчик. Сезона. Осень. Смотрите, какое пятно, ребята, у него. Черная такая пометка. Меченый. Не крупный, конечно, да. Он чуть не сошел, блин. Худущий-то такой. Ну что, первый, ребятки. Прямо возле лагеря. Первый Никодимчик. Ладно, ну такой жаренок берем. Сразу было понятно по поклевке. Ну давай, друг мой, иди. Иди к подруге. Ну что, друзья, за Никодима, за первого открытия сезона. Ну, какой-то вот проходной бульк, все. То бишь нет такого, что вот скопление, поклевки. Ну вот, в общем. За ночь может быть еще вот 2 такие 3 поклевки будет, и все. Это уже понятно. Шиповничек. Отлично, от души. От души прям. А в лесу можно всякое, ребята, кидать. Прям можно даже без заварки. Смородину что-нибудь надыбать там. Всяко разно. На ароматах. Горячее. Пускай подстынет чуть-чуть. Что, чайку попьем, да перезабросимся. Перезабросимся. 10 часов. Такое полнолуние, ребята. Полнолуние, говорю. Небо такое красивое. Самолет летит. А ты один здесь. Кайф. Разгорелись дрова, запылали без дыма. За окном уже ночь, воет ветер в трубе, кто куда в эту ночь. Ну а я за налимом к этой странной треске,
Что прошлась по судьбе кто куда в эту ночь. Ну а я за налимом к этой странной треске, что прошлась по судьбе. Я, конечно, сюда прихожу не за рыбой, прихожу я к реке, чтоб увидеть друзей за дождем и костром, за туманом и дымом, за журчанием воды и молчанием степей, за дождем и костром, за туманом и дымом, за журчанием воды и молчанием степей. Тихо плещет волна, пролетают снежинки, светлячок подмигнул и погас, не спеша убегает вода. И у берега льдинки и налимник клюет, но ликует душа, убегает вода. И у берега льдинки и налимник клюет, но ликует душа. И, конечно, сюда я вернусь, где б я не был, отдохнуть в темноте от забот и огней. Я вернусь за костром, за дождями и снегом, за журчанием воды и покоем полей. Я вернусь за костром, за дождями и снегом, за журчанием воды и покоем полей. Отлично. Что-то заморачиваться лень сегодня готовить. Обстановка такая. Песок. Не особо я уважаю на песках сидеть. Ну, доночная тема, это, конечно, да. Ну, как говорится, палатка, вот что-то такое, блин. На утро все в песке. Отлично, ребята. Что сейчас? Башлатик накину поближе к костру. Холодно стало. Надо ноги просушить. Ну и, соответственно, будем ждать. Рассветает у нас в 4. Не знаю, вывезу коляску, не вывезу. Просидеть всю ночь. Потому что будет комарить, наверное. Ну так, раз в час будем ходить. Все стандартно. Надеюсь, еще поклевка будет. А так, я так понял, что рано еще. Я понял рано, что с вечера мелочь активная. Ну, миножку надо, ребята. Вот на миножку будет повеселее. Она все-таки играет, привлекает. Ну, опять же, это не считая этого места, проверим все точки, которые есть. Единственное, то, что с подъемом проблемы, конечно. Ну, сейчас прокатимся, посмотрим. Завтра обратно спущусь. Уже, ну, будет понимание, как лучше заходить, куда заходить. Такие дела. Так что, ребята, балдеем, отдыхаем. Он мелочь дергает, я вижу. Мелочь дергает.
Друзья, доброе утро. Шикарное, солнечное, доброе утро. Что совсем не скажешь с ночью, ребята. Сильно подзамерз, конечно. Ночью я даже умудрился поспать. Поселил коврик, ребята, и возле костра очень стало тепло. Не стал я ставить палатку, так как сильная влажность была от реки, и все сырое. Пока там будешь в траве ее выставлять, в общем, она вся сырая будет, думаю. Не стоит этого свеч. Пару часиков можно и киморнуть и так. В оконцове высушил ноги сильно просырели в забродниках и начали мерзнуть. В оконцове просушил ноги согрелись, и вообще шикарно, ребята. Тут такой подъемчик и как подушечка, в общем, я прекрасно принял горизонтальное положение, кайфовал. В 3 часа перезакидывал и что-то в 3:40 что ли перезакидывал, ребята. Уже в 3:40 уже начал клювать мелочь, червей уже не было. Налим так больше и не клюнул. В общем, я достал спальник, ребята, укутался и, короче, даже умудрился поспать. А к утру стало солнце, ребята, и костер уже прогорел. Ну, так пригрело, ребята, и я даже вот увидел сон какой-то. Шикарно, в общем. Ну, надеюсь, что не заболею. Готовлю завтрак. Шикарный завтрак, ребята. Блинчики с мясом или с творогом. Даже не знаю. Сейчас посмотрим, как говорится. Блин, подгорели, ребята. Ё-моё. Заболтался. Вот. Позавтракаем плотненько, так как вчера ничего не ужинал. Нормально. Что там? Пару бутербродов с салом. Ужин что-то лень было готовить. А сегодня проснулся и прям чувствую, что кушать охота. Ну и будем что, завтракать, потихоньку собираться. Такой высыпать по налиму. Первая рыбалка. Такие дела. Так что всем приятного аппетита. Надо умыться, кстати. Так, друзья, ну что, подсобрал вещички. По налиму, слава богу, вещей мало. Бац-бац, и все. Все, пойдем собирать, ребят. Доночки. Блин, жарко на солнце. Погода, блин. Ночью, блин, мерзнешь как в пустыне, ребята. А днем жарко, блин. Хотя еще только утро. Такие дела. Хо-хо-хо. Ребята. Что-то тут все напутал мне. Засранец. Вот такой налим, блин. Все крючки напутал. Ты когда со скольки сидишь-то? Что, тебя щука не съела? Нету щуки, здесь крупной. А захомячил-то, а? Сопливый. Судонку запутал. Не знаю, ребят. Вроде получилось. Вроде получилось. Ушел. Аж пыль стоит, ребят, смотрите. Ничего, отойдет. Думаю, отойдет. На самой крайней доночке. Все уже собрал. Так, ребят, ну что, в принципе, все, упаковался. Осталось только покидать лодку. Че, будем смотреть, ребята, наш улов. Но, в принципе, его нечего смотреть. Ну, решил, ребята, все-таки отпущу я эту мадемуазель. Жила здесь, росла, рыбка интересная, красивая, редкая. Ну, не то, что редкая, у нас ее стало, в принципе, даже много.
Ну, поймать ее сложно. Так что отпущу, ребята. Там потом свидимся. Точнее, не свидимся, там потом свидится мне, так скажем. Бог не фраер, как говорится. Так. Ну что ты, принцесска? Красотка. Шипованная, ребята. Очень такая бронированная рыбка. Аккуратно надо с ней. Вот такая курноса. Давай, малышка. Беги. Давай домой. Хе-хе. Ну и что, бродяга Налим, ребят. Тоже, в принципе. Что с ним, с одним делать? Жареха, не жареха, пускай растет. Раз такая пьянка, так скажем. Сегодня отпустим всю рыбку. Давай, брат, иди в свою яму. Какое пятно. Ну вот как-то так. Как-то так, ребята. Такое открытие. Ну, пробный выезд, в общем. На мой взгляд, рано еще. Не знаю, посмотрим. Будем планировать дальнейшие выезды, ребята. А так, кто смотрел это видео, спасибо за просмотр. Всем удачи. Ну и пока. Все, спасибо, местечко. Было круто, холодно, по-настоящему. Поехали.